до нас доходит информация, российские миротворцы уже взяли под контроль дорогу из Армении к Нагорному Карабаху, это в Лачинском коридоре, установили временные блокпосты, там уже размещены десятки тысяч российских военных. При этом идет весьма противоречивая информация о том, будут ли эти миротворческие силы смешанными, будут ли только российские или турецкие. Вот, например, глава МИД России Сергей Лавров заявлял в интервью, что нет. Вот давайте послушаем. У нас с Турцией есть общие задачи – мониторить с азербайджанской территории средствами технического контроля ситуацию в районе миротворческой операции. Операция осуществляется исключительно силами контингента вооруженных сил России. И каких-либо двусмысленностей здесь не существует. Наши турецкие партнеры это прекрасно понимают. Никаких миротворческих подразделений Турецкой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом четко сказано в заявлении лидеров. А вот президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган сказал, что турецкие военные будут присутствовать, появятся в Нагорном Карабахе. Давайте послушаем, что сказал президент. На даний момент, в якому б форматі і розумінні там би не були присутні росіяни, саме в такому ж вигляді будуть присутні наші моніторингові команди. Росіяни вже почали розташовуватися в певних місцях. Переговори ведуться на рівні міністрів закордонних справ. Сюди їде делегація з Росії і тут також пройдуть переговори. Все-таки есть ли ясность, будут ли турецкие войска нести совместное патрулирование с российскими, или будут только представители Генштаба присутствовать в этом координационном центре вне территории Нагорного Карабаха? Дело в том, что мы должны смотреть. Практически в том документе, о котором я говорила в заявлении, там действительно речь не идет о каких-либо турецких войсках. Но дело в том, что вот сегодня было подписано меморандум между министрами обороны Российской Федерации и Турецкой Республики. Поэтому в этой ситуации есть определенная координация работы, как они будут дальше, естественно, в этом центре смотреть, контролировать ситуацию за соблюдением режима прекращения огня. Вопрос в том, что о технических деталях, конкретно как они будут взаимодействовать на территории Азербайджана, потому что речь идет в данный момент все равно о территориальной целостности Азербайджана. То есть где будет находиться конкретно этот центр, этот вопрос, я думаю, мы очень скоро узнаем. И более технические детали, скорее всего, обязательно тоже будут практически обнародованы. Потому что дело в том, что, конечно, когда нет информации, каждая страна это может представлять по-своему. Но дело в том, что я думаю, тем не менее, и президент Турции, с одной стороны, и министр иностранных дел России, с другой стороны, конечно, и предполагают, как они видят эту работу. Но, тем не менее, я думаю, я надеюсь, что все-таки в очень скором времени мы узнаем более детально, как они будут практически взаимодействовать.